Здравствуйте! Это программа о финансовой грамотности «Финсоват». При использовании сетевых ресурсов, а сегодня это не просто активность в социальных сетях, но и различные финансовые инструменты, такие как онлайн-банкинг, электронные кошельки и другие, персональные данные становятся своеобразным товаром. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к вашим аккаунтам и даже финансам. Персональные данные – это информация, которая может быть использована для идентификации конкретного человека. Они включают такие данные, как ваше полное имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другие сведения, которые могут быть связаны с вашей личностью. Защита ваших персональных данных является важной частью обеспечения вашей кибербезопасности. В этом выпуске мы расскажем о кибергигиене при использовании электронно-цифровых финансовых услуг и о том, как вы можете защитить свои данные от угроз. Кибергигиена – это понятие, которое относится к мерам и практикам, направленным на поддержание безопасности и сохранение личных данных в цифровом окружении. Она включает в себя набор превентивных мер и рекомендаций, которые помогают людям защитить свои устройства, информацию и онлайн-активности от киберугроз. Как раз-таки в настоящее время самым актуальным вопросом является вот эта вот киберпреступность, которая набирает обороты. Технологии защиты информационных систем у частных корпораций, они совершенствуются ежегодно, а при этом граждане, они остаются беззащитными. Да? То есть и когда государство не всегда успевает прийти им на помощь, и в таком случае они должны обладать определенным набором базовых навыков, чтобы уметь себя защитить. Кибергигиена использует сложные пароли. То есть пароль, который состоит не менее чем из 10 символов, который включает в себе как цифры, так и буквы, причем буквы и большие, и маленькие. Но и плюс еще к этому он должен предусматривать какие-то символы. Вот такой пароль, его даже методом простого подбора, его гораздо тяжелее взломать, да? Вредоносное программное обеспечение распространяется множеством разных способов. Ссылки, фишинговые письма по электронной почте и сообщения в социальных сетях, в том числе о выигрышах денежных средств. Это лишь некоторые из методов, которые злоумышленники используют для заражения ваших устройств. Также вредоносное ПО может маскироваться под видео, игры или другие привлекательные предложения, чтобы вы перешли по ссылке или скачали вредоносный файл. Злоумышленники, в первую очередь, когда они направляют свой контент вредоносный, да, чтобы получить вашу личную информацию, в частности, логины, пароли, к вашим личным страницам в социальных сетях, на почте, на электронной или банковском аккаунте. Да? То есть если вы используете интернет-банкинг, то скачав нелицензионное программное обеспечение, либо скачав какое-то приложение из неизвестного источника, вы потенциально создаете угрозу для своего компьютера. Чтобы защитить себя, не открывайте подозрительные ссылки или вложения в электронных письмах. Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его. Будьте внимательны при скачивании файлов или программ из ненадежных источников. Не переходите по объявлениям, обещающим деньги, призы и скидки. Одним из распространенных методов мошенничества является фишинговая рассылка. Мошенники отправляют поддельные электронные письма, якобы от банка или других финансовых учреждений. Как правило, в электронном письме или сообщении из мессенджера преступники просят вас предоставить личные данные, такие как номер карты, срок действия карты и CVV-код. Они могут использовать различные приемы, чтобы выглядеть правдоподобно. Например, копировать официальные логотипы и дизайн электронных писем. Фишинг – это кибератака. То есть нападают на ваш компьютер или сотовый телефон с помощью определенных техник. Мошенники закидывают удочку и потихоньку выманивают у вас деньги. Этим механизмом пользуются мошенники со всего мира, так называемые хакеры. Но на самом деле есть статистика, что около 40% всех кибератак приходится именно на фишинг. Что же это такое? На самом деле это очень интересное явление, когда с помощью так называемой социальной инженерии, то есть с помощью психологических техник и с помощью IT-технологий мошенники выходят на вас, на очень многих людей, и забирают у вас данные к вашим банковским картам или к любым
данным персонального характера. Особенно уязвимые люди старшего возраста. Злоумышленники используют различные тактики, чтобы вызвать чувство беспокойства, срочности или необходимости. При получении таких звонков нужно следовать простым правилам. Во-первых, сотрудники банка никогда не будут просить вас сообщать данные по телефону или в сообщении в мессенджерах. Во-вторых, если вы получите такое сообщение или звонок, нужно связаться с банком. Не перезванивайте по номеру, с которого поступил звонок. Наберите вручную номер, указанный на официальном сайте банка или финучреждения. Если вас просят перевести деньги на счет или карту для того, чтобы помочь или выручить близкого человека, обязательно свяжитесь с этим человеком напрямую и уточните, что произошло. Если к вам приходит какая-то рассылка, которая говорит о том, что вы стали победителем, вы выиграли, чтобы получить приз, вам необходимо пройти по ссылке, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что если вы стали победителем в каком-то розыгрыше, в котором вы участвовали, вам позвонят или вам каким-то образом об этом сообщат. Если же вы в этом не участвовали и стали победителем, то это более чем должно вселить в вас уверенность, что это злоумышленники, которые хотят получить от вас информацию и потом в последующем получить доступ к вашим финансовым ресурсам. Дети и подростки – еще одна уязвимая группа пользователей. У большинства из них нет необходимых знаний и навыков в сфере безопасности в сети. Их легко привлечь бесплатными приложениями или бонусами. Они чаще всего скачивают приложения и переходят по ссылкам из ненадежных источников. Практика показывает, что дети стали очень активно использовать родительские телефоны, ну, понятное дело, потому что родители, может, не всегда покупают там с 3, с 4, с 5 лет телефоны для своих детей. И вот они очень активно используют телефонные аппараты своих родителей. К чему это может привести? К тому, что случайно дети могут направить ненужную информацию совсем чужим людям. Так случилось и в нашем недавнем примере, когда к нам в агентство обратилась гражданка, которая сообщила, что ее ребенок передал по телефону СМС. То есть ребенок играл, кто-то позвонил, злоумышленники позвонили и попросили передать, назвать те цифры, которые пришли по СМС. Что случилось? Дело в том, что у этой гражданки потом списались очень большие суммы с ее счета в электронном кошельке. Вы знаете, сейчас дети очень много играют в игры. В играх также могут запросить какие-то персональные данные, личную информацию или о семье, или где вы проживаете. Ребенок не всегда понимает, что нельзя сообщать ту информацию, которую у него запрашивают его партнеры по игре, его однокомандники, так скажем. Например, где он живет, нельзя говорить, или нельзя говорить детали банковской карты. В настоящее время также есть примеры, когда через игру запрашивают детали банковской карты. В этом случае родители потеряют все, что есть на банковском счету. Контролируйте установленные на смартфоне приложения. Следите за тем, к чему они имеют доступ. Например, к камере, местоположению, контактам и изображениям. Следите за тем, чтобы ваш смартфон не попадал в руки к незнакомцам. Разблокированный смартфон в чужих руках значительно повышает риски. Пользуйтесь длинными и надежными паролями. Биометрией и двухфакторной аутентификацией при проведении платежей, совершении операций с деньгами. Не предоставляйте незнакомцам лишней информации, особенно в сети. Мошенники могут воспользоваться полученными сведениями для кибератак. Контролируйте покупки, которые ваш ребенок совершает в интернете. Вместе с удобством интернета, смартфоны и электронные финансовые услуги могут стать угрозой для безопасности и финансовых средств, если не соблюдать простые правила, о которых мы говорили в нашем выпуске. Важно помнить, что соблюдение кибергигиены является неотъемлемой частью безопасности в цифровом мире. Мы должны принимать меры предосторожности, чтобы защитить свои данные, устройства и финансовые средства.